На пресс-конференции ветеран войны, председатель общественной организации «Ахица» Ахрабжани и депутат парламента Гиви Кварчи высказали свое мнение по поводу привлечения к ответственности участников массовых беспорядков у парламента 21 декабря. С того, что я узнал на процессе по предъявляемым им обвинениям, на мой взгляд, смешным для такого, я не знаю, жесткого решения по мере пресечения в начале, считаю это элементом политических репрессий, политического преследования данных граждан. Кинуть камень в окно автобуса – это не политическое требование, естественно, это к разряду, не знаю, хулиганства или такого общественного правонарушения. Но тем не менее, тогда, когда арестовывают граждан за такие действия, то есть исключительно политических оппонентов, в то же время, как своих сторонников, таких же граждан Абхазии, за абсолютно аналогичные и более тяжкие правонарушения никто не привлекал к ответственности, мы делаем однозначный вывод, что эти задержания и эти обвинения мотивированы политически. Ахрабжани рассказал и о дальнейших действиях оппозиции в случае, если задержанных не освободят. Он также рассказал о возможном подписании общественного договора между властью, общественными и политическими организациями. Мы подадим такие же иски на людей, которые совершали аналогичные и более тяжкие правонарушения в 4-м, 16-м, 20-м, 14-м и так далее годах. Мы пойдем в прокуратуру и сделаем соответствующее заявление. Некий общественный договор, даже в письменной, в документальной форме, где будут отражены важные моменты, например, отказ от радикальных методов политической дискуссии, политической борьбы. Это соглашение, если оно состоится, сколько я понимаю, сколько я понял, будет состоять из двух частей. Первое – это просто соглашение о том, что мы должны все вместе, все общественно-политические силы в стране перейти к цивилизованным формам политических протестов, выражения своего мнения. И это первый момент, то есть отказаться от агрессии. Неважно, это кто там был в оппозиции раньше или кто будет в будущем. Это первое. Второе, то, что мы на основании этого соглашения обнуляем наши претензии друг к другу. Не надо смотреть, что там было в прошлом, 4-м, 16-м или 20-м году. Если мы согласны двигаться вперед как единое общество, давайте мы проведем вот эту всеобщую амнистию и будем двигаться вперед на этом основании. И второй документ – это меморандум, в котором, по мнению участников вот этого раунда переговоров, должна быть прописана более детальная дорожная карта, как это будет происходить. По-моему, у меня нет этого документа на руках, он только обсуждался вот так в качестве предполагаемых идей. Я вижу следующее, что должны быть озвучены предложения по формированию органов власти, потому что, мне кажется, эта реформа уже назрела и перезрела, и кто только ее не предлагал. И очевидно, чтобы эффективно управлять государством, создавать эффективную законодательную базу, нужен орган, который будет состоять из профессионалов. Чтобы это сделать, нужно партийное представительство и так далее, и так далее. Это первое. Второе, это вот то, что обсуждали, современная нормативная база. Ахрабжани и Гиви Кварчи ответили на вопросы журналистов. Вы готовы подать встречный иск на людей, которые участвовали в массовых беспорядках в 2004 году, в 2014 году, в 2020 и так далее. Скажите, почему это не было сделано ранее, до событий 21 декабря? И что касается еще соглашения, второй вопрос. В случае, если соглашение не будет подписано, то ваши дальнейшие действия? Ни по одному из этих фактов не было возбуждено уголовного дела. Я не говорю, что это хорошо там, или плохо и так далее. Нет. Вот есть такая риторика, и вот Сергей Миронович тоже вчера такое сказал, что когда-то же надо начинать. Знаете, что я хочу сказать? Что есть
видов преступлений, которые, если вы начинаете что-то делать, надо и туда тоже смотреть. Да, если такая практика будет продолжена, еще раз говорю, у нас есть действительно какой-то осторожный оптимизм, ведутся какие-то раунды переговоров, посмотрим, продолжатся они или нет. Если же этого не будет сделано, мы, безусловно, будем подавать юридические соответствующие документы в Генеральную прокуратуру на эти факты, на тех людей, которые являются инициаторами и непосредственными исполнителями этих событий, в том числе и людей, которые находятся на самом верху пирамиды власти сегодня в Абхазии. Представители оппозиции затруднились назвать конкретную дату составления и обнародования текста общественного договора. Алика Трапшира, Мукамки, Абхазское телевидение.